В библиотеке Франкова Акмеджити открылась персональная выставка художника Заремы Тросиновой. В конце прошлого года Зарема Ханым отметила свое 80-летие. Выставку приурочили к юбилею. Да, yapmayacağım bir şeyler desem, оказывается, çare ola yapma. Gönlümde elbette var gönlüm. Asıl yıllar duyulmay, böyle desen. Ama nasıl ola, özünüz bilesiz. Это yaşın var, sağlığın da ona göre. Gönülde bolsam, hepsini becermem mümkün. Halkımla beraber. На выставке представлены работы Заремы Тросиновой разных лет. Большая часть – это, конечно, знакомая каждому изящная графика, которая передает всю красоту крымско-татарской культуры. Ну, что мной двигало? В основном жажда передать жизнь моего народа, в иллюстрациях донести до народа историю свою и все богатство культуры, какое мне было известно. Теперь, конечно, я больше знаю, чем раньше, потому что доступнее стало материала. В этом халкымыз шалшып постоянно что-то находит, и молодежь стремится. Мне очень лестно, что на экспозиции, на выставке представлены не только работы, которые написаны в 80-х годах, 90-х годах, а есть работы, которые впервые представлены на выставке. Это работы, связанные с семьей, это работы, связанные с природой Крыма. Это, безусловно, камерная иллюстрация, в которой Зарема Ханым является высочайшим мастером. На выставке представлены предметы из домашней коллекции Заремы Тросиновой. Это куклы, сделанные ее руками. Или, например, этот крымско-татарский костюм, которому больше 130 лет. Зареме Ханым его подарила актриса Крымско-татарского театра Зоря Белялова. В этом платье певица Зения Плюманова снималась для своего клипа. Одним из ярких элементов экспозиции является рукотворный ковер Заремы Ханым, который начала вышивать его еще в Узбекистане. Закончила, когда приехала в Крым. Это настолько, мне кажется, знакомо каждой крымско-татарской семье, потому что это даже не нужно объяснять нам, те, которые либо пережили это, либо те, которые являются потомками тех, кто это пережил. Я имею в виду население 1944 года. Но мне кажется, так важно показать, что культуру, которую пытались всеми силами уничтожить, этого сделать не смогли. На выставке художницы собралось много поклонников ее таланта, коллег и друзей. Это масштабность прежде всего. Художник – это как бы есть такое понятие в поэзии – женская поэзия. И когда речь идет о женщине-художнике, чаще всего говорят о натюрмортах, цветочках, пейзажах красивых. То у Заремы Ханым такой масштаб очень большой, объемный. Она может быть очень трогательна, такой воздушный в своих акварелях с цветами. И в то же время очень сильным рисовальщиком, художником, когда касается портретов. Я не только поклонник Заремы Ханым, но я могу смело назвать себя ее учеником. Потому что когда я был очень маленьким мальчиком и учился в художественном училище, она там преподавала. Я очень часто бегал в их мастерскую туда, и именно к ней очень часто обращался, показывал. Это помимо моего своего учителя, я показывал именно ей. Хотел именно, чтобы мне важно было, что она скажет. Я сегодня очень сильно поздравляю, очень рад, что она до сих пор она такая бодрая, что она активная творчески. И я просто беру всегда пример, я тоже хочу в ее возрасте, иншаллах, тоже быть бодрым и тоже творить. С Заремой Тросиновой я знаком аж с 1978 года. В тот год в Самарканде собирались художники, писатели, поэты, весь культурный бомонд. Столько лет прошло, и мы снова встречаемся уже в другой обстановке. Она уже очень и очень известная художница. Ее все знают, все любят. Уже какая выставка у нее проводится, 4-я или 5-я, и всегда народ собирается встретиться с ней, увидеть ее новые работы. На открытие выставки Зарема Ханым продемонстрировала свое мастерство гостям мероприятия импровизированным мастер-классом. За считанные минуты она написала портрет фотографа Линьяры Абибулаевой.
Выставка работ Заремы Троссиновой открыта для посещения в библиотеке Франко до конца марта.